Скажите, насколько же объективна судебная система в Таджикистане? Ну, об объективности судебной системы в Таджикистане, конечно, говорить очень сложно. Никому не секрет, что судебная система, как один из ветвей власти, последние, может быть, 10 лет полностью потеряла свое предназначение. В основном люди недовольны из-за отсутствия правосудия. Сейчас вообще в обществе образовался такой баланс, что одна сторона – это люди, народ, то есть гражданское общество, а другая сторона – это власть, это органы. И в случае обращения в суд обязательно предпочтение отдается стороне государства. То есть независимо от того, что гражданин прав и действительно его права ущемлены, но судьи решают все это в пользу государственных органов или чиновников. То есть вот этот баланс приводит к тому, что люди недовольны от этой системы, от судебной. И фактически, если взять по уголовным делам, ситуация абсолютно такая же, можно и даже сказать хуже, поскольку любое уголовное дело обязательно суд пропускает, то есть обязательно выносится обвинительный приговор. Вообще вынесение оправдательного приговора для судебной системы Таджикистана – это какая-то трагедия. Я не знаю, с чем это сравнить, но это очень большая проблема для них. И поэтому они во избежание какой-то проблемы, скандала с органами, обвинительными органами, то есть в конкретном случае с прокуратурой, судьям легче избавиться, перешагнуть это все и осудить человека, независимо от того, что человек виновен или не виновен, есть доказательства или нет. Главное, как вот в народе говорят, главное, есть человек, а статья найдется. Поэтому об объективности говорить очень сложно, и мне приходится все время сравнивать судебную систему нынешнюю с судебной системой 90-х годов, тогда, когда в Таджикистане неспокойная обстановка была, политическое противостояние, гражданская война. И то вот при таких ситуациях намного наши судьи были объективными, более-менее правосудие обеспечивалось, нормальная, стабильная судебная система была. А с чем связано нарушение этой стабильности? Я считаю, что в деятельность судебных органов вмешиваются исполнительный орган. Вообще сейчас вот это разделение, согласно статье 9 Конституции, разделение властей у нас фактически сводится к нулю, потому что исполнительный орган, правительство, парламент, судебная власть фактически это один орган. То есть любой исполнительный орган местной власти имеет возможность вмешиваться в деятельность любого суда. То есть вот это вмешательство
не дают судьям обеспечить объективность, полноту и беспристрастность. Я не говорю, что у нас судьи некомпетентные, я не говорю, что у нас судьи неграмотные. Нет, у нас есть молодые, грамотные судьи, но нет у них самостоятельности, поскольку вмешиваются, им дают незаконные указания. Судьи, они сами по себе вот, в отправлении правосудия, они не самостоятельны. Вот судите сами. Один судья, зависимый обязательно от своего председателя районного суда. Там председатель областного суда, есть Верховного суда, Совет юстиции, который абсолютно это ненужный орган. В принципе, вот нету для любого судьи свободного пространства, чтобы он занимался теми, чем он должен заниматься.